Привет, ребята! Меня зовут Никита, и я обожаю читать про планеты, интересуюсь авиацией, и, если честно, я просто окрылен идеей полететь в космос. Мечтать, конечно, не вредно, но лучше к такому путешествию готовиться заранее. Что я и делаю, тем более, что наш Башкортостан славится не только медом, кураем и Салаватом Юлаевым. В инженерном мире наша республика значится как родина авиационных и космических двигателей. Крылья – это передача о космосе, авиации и тех людях, которые летают выше облаков. Инженерные термины станут проще, самолеты понятнее, а Вселенная ближе. Мы увидим разработки будущего, побываем в самых засекреченных местах и пообщаемся с легендами авиакосмической отрасли. На крыльях науки в галактику неизведанного. Ежегодно во время школьных каникул проходит международная аэрокосмическая школа. Там собираются ребята со всего Башкортостана, которые всерьез увлекаются космосом и авиацией. Я бы тоже очень хотел туда попасть, но для этого нужно на отлично написать олимпиаду о истории авиации и воздухоплавания имени Можайского. Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, приветствуем вас, участников осенней международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР, участника отряда для полетов на ВКС «Буран», уроженца Башкортостана Урала Султанова. Я попала в эту школу благодаря Можайской олимпиаде, которую писала в прошлом году. Вообще изучение чего-то нового, необычного, чем является космос, это достаточно интересно. Участвовало около 200-500 человек. Мадина, Ярослав, Юля приехали в физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» Карайдельского района с разных точек нашей республики. Здесь проходит осенняя международная аэрокосмическая школа, которая более 10 лет собирает ребят на улетное обучение. Школа совсем непростая. Здесь учатся лучшие космические умы. Я со Стельтамака, учусь в аэрокосмической школе номер 31. У нас есть дополнительные предметы, как аэродинамика, космические технологии. На них мы изучаем самолетостроение с уклоном на физику, на математику. Моя работа была по самолету Solar Impulse. Это самолет на солнечных батареях. Он беспилотный. Очень нравятся ракеты. Моя любимая ракета – это «Союз». И мне в детстве очень много рассказывали про Гагарина. И сам я жил на улице Гагарина. В честь Юрия Гагарина я начал увлекаться астрономией. Мой проект был на тему важнейшей даты истории авиации. Я решила взять эту тему, потому что мне она показалась очень интересной, и я решила более углубленно изучить ее и сделать проект. Аэрокосмическая школа работает строго во время каникул. Мы попали на осеннюю смену. Кстати, школа носит имя космонавта-испытателя Урала Султанова. Организаторами является Башкортостанское региональное отделение Федерации космонавтики России с нашим Уфимским государственным авиационно-техническим университетом. Участниками осенней смены стали 60 ребят. На мастер-классе мы разбирали оружие АК-47, также смотрели пневматическую винтовку Леля и пистолет Макарова. Мне кажется, сама авиация, космонавтика и воинская служба, если так можно сказать, они очень тесно связаны между собой. К неполной разборке, сборке АК-74 приступить. Полная разборка и сборка автомата АК-47 завершена. Все, отлично. Доклад? Полная сборка автомата АК завершена. Разборка, сборка. Молодцы. Так, следующий кто, девчата? Космонавты, летчики, пилоты должны знать не только, как управлять летательным аппаратом, но и в боевых делах разбираться. Поэтому впервые на осеннюю смену приехал ветеран боевых действий и участник локальных войн Веселина Черданцева. Любой мужчина, тем более военный, должен уметь обращаться с оружием.
В данной стезе еще, так как это все-таки школа, и, соответственно, здесь у нас ребята на каникулах, мы делаем упор как на военно-патриотическое воспитание. Мы не только вот разбираем, собираем, мы показываем, рассказываем какие-то случаи, почему надо, техника безопасности. Когда ребенок как раз вот четко знает и умеет обращаться с оружием, он не будет как раз делать какие-то плохие вещи, которые, к сожалению, у нас сейчас часто происходят, да, на фоне вот различных печальных актов. То есть у них будет четкое осознание того, что вот они умеют обращаться с оружием, они защитники, и у них уже как раз вот это будет сработать долг перед Родиной, перед народом. И вот такая вот наша задача здесь. Веселина Витальевна – старший инструктор 1-го юноармейского полка имени генерала-майора Шеймуратова. Она обучает ребят пользоваться настоящим боевым оружием. А мы же пожелаем, чтобы нашим новым друзьям эти знания никогда не понадобились. Ну, я вот честно мечтал, типа, просто вот, ну, на Луну встать хотя бы, типа, и сфоткать, селфи сделать вообще. В течение недели юные исследователи живут по космическому расписанию. Здесь и утренняя зарядка, и лекция от преподавателя УГАТУ, и увлекательные мастер-классы. Даже с настоящим космонавтом можно пообщаться. Правда, по видеосвязи, но тоже очень круто. Хочется пожелать вам, ну, конечно, набраться новых знаний, проявить себя. Уверен, что вы обретете не только новые знания, но и новых друзей. А вы знаете, что у космонавтов очень много различных форм одежды? Экипировка на все случаи жизни. Ведь в космосе могут произойти внештатные ситуации. Это костюм Урала Назибовича Султанова, в котором он проходил тренировки еще когда готовился к полету на воздушно-космическом корабле «Буран». И сейчас ребята продемонстрируют нам костюмы и устроят космический показ. Я нахожусь в костюме «Форель», который помогает защититься, когда, если космонавт попал в воду, внутри довольно-таки свободно. Снаружи выглядит, конечно, не самый писк моды, но, как говорится, лучше безопасность, чем мода. Сейчас участницы аэрокосмической школы Аня и Кристина нам продемонстрируют костюм водяного охлаждения, который одевается под скафандр «Орлан». Вот у меня на этой фотографии изображен скафандр «Орлан», в которых космонавты выходят в открытый космос и могут работать до 8 часов в открытом космосе. Это костюм КВО, на нем много трубочек, по ним течет вода разной температуры, холодная, горячая, как в раковине. Мне сейчас в нем комфортно, но он немножко тяжелый. Защитный шлем ЗШ, который предохраняет голову летчика от ударов даже и о стенки кабины и фонаря при катапультировании. Это не весь костюм, есть еще верхняя часть. С помощью специальных насосов сюда заканчивается воздух, и в ногах накачиваются мешки, для того, чтобы кровь из головы не попадала в ноги. К полету в космос готово. 5 минут, полет нормальный. Откроем маленький секрет, что в аэрокосмическую школу можно приезжать повторно. Вот, например, Полина каждый раз не упускает возможность поучиться у профессионалов аэрокосмической сферы. Космос — это такое пространство, которое еще не изучено, и там все дальше и дальше очень интересно знать, что там появляется. Планеты, как они появляются, маленькие планеты. Может, там кроме нас еще кто-то живет, там в другой галактике, все такое. Я собираюсь поступать в Уфимский государственный авиационный институт УГАТУ на конструктора. Я как-то в детстве посмотрела фильм про вот это все, и мне очень сильно зацепило, вот до сих пор с детства хочется стать. В аэрокосмической школе очень насыщенная программа, ни минуты покоя, как поется в песне, но всегда найдется время для творчества. Целую вопреки, целую от руки, мир переверни, небо опрокинь. Штамп наброски в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике, Егор не только классно поет и играет на гитаре, он еще и виртуозно управляет настоящим самолетом. Все потому, что он кадет, и летная практика входит в программу обучения. Представляете, чтобы сесть за руль автомобиля, нужно дождаться совершеннолетия. А для того, чтобы сесть за штурвал, достаточно стать кадетом. Первый раз здесь, мне очень нравится, мне подсказали, что здесь есть такая школа. Она немного связана с моей будущей профессией, я хочу стать летчиком. Учусь в кадетском корпусе с первоначальной летной подготовки в Уфе. И вот
Ну, затронула мое сердце эта тема, и я решил сюда приехать. Плюс здесь, помимо каких-то знаний космоса, знаний там, авиации, здесь есть очень много такого развлекательного, то есть люди, общение, все очень интересно. Ничуть не пожалел, что сюда приехал. Если ты также увлекаешься аэрокосмической темой, мечтаешь управлять самолетом и планируешь летать в космос, начни подготовку сейчас. Важно прокачать свои теоретические знания и поучаствовать в олимпиадах, выиграть и приехать сюда в Международную аэрокосмическую школу имени космонавта-испытателя Урала Султанова. Кто знает, может через пару лет именно ты будешь передавать привет с МКС юным космонавтам. Верим, что мы еще раз сможем с вами встретиться в вашей аэрокосмической школе. От души желаем всем участникам осенней аэрокосмической школы больших успехов, новых знаний и творческих побед. Вы каких космонавтов знаете, кроме Юрия Гагарина? Так, Терешкова, Леонов, Клим Шипенко и Юлия Пересельд не космонавты, они туристы. Вы не назвали Урала Назибовича Султанова, это пока единственный космонавт из нашей республики, и мы можем с ним лично познакомиться. Мы необычные, не серийные космонавты, которые летают в космос на орбиту вокруг Земли и делают различные эксперименты, опыты и так далее и тому подобное. А мы именно как летчики-испытатели должны были летать на крылатых космических летательных аппаратах. Началось с того, что у меня зародилась мысль стать летчиком-истребителем, военным. Я всю дорогу к этому и шел. Это дело решил осуществить так. Все равно я буду военным. Пошел в Суворовское военное училище, потом летное училище, Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Это было в 1967 году. После его окончания меня оставили в этом же училище в качестве летчика-инструктора. Ну, а потом в 1975 году, попробую испытатели, хотя я не верил в успех, но получилось. Профессия летчика-истребителя для меня превыше других профессий, поэтому спокойно пошел на проверку. Получилось. Взяли. Оставили там же, опять же, получается, в летно-исследовательском институте, летчиком-испытателем с перспективой для отбора группы летчиков-испытателей по проведению летных испытаний многоразовой космической системой 11 F-35. Сделали программу, которую народ знает как «Буран». На самом деле это просто название одного первого космического корабля с крылатого. Ну, и он оказался еще и к тому же беспилотным. Ну, вот я в этой группе и принимал участие. Нас заставили проходить общекосмическую подготовку. Для этого было сделано несколько летающих лабораторий. Ну, правильно не сделано, а переделано. Это вот самолет Ту-154, МиГ-25, Су-7. Для того, чтобы стать летчиком-испытателем, прежде всего, нужно, конечно, закончить, летное училище раньше называлось, приобрести летный опыт, приобрести человеческий опыт общения и, естественно, набираться опыта такого, который, тебе потом может пригодиться не только для того, чтобы летать. Для летчика-истребителя требуются крепкие мышцы, потому что большие перегрузки, перепады высот, все это потом может сказаться. Надо
просто быть целеустремленным. А лучше всего спокойно относиться ко всему. Если хочешь и не выпрыгиваешь из шаров, делаешь все спокойно, получится. Еще с советских времен Башкортостан зарекомендовал себя как регион-поставщик авиационной техники. У нас создали много нужных, важных, а самое главное, полезных двигателей на всевозможные крылатые машины. Есть заводы, где их полностью собирают, и вузы, где этому обучают. Легендарный двигатель АЛ-31Ф. Это высокотемпературный турбореактивный двигатель, который спроектирован в конструкторском бюро под руководством Архипа Михайловича Люльки. В принципе, можно понять по аббревиатуре АЛ, что как раз-таки вот Архип и Люлька и означают это. 31 – это модель двигателя, а F – это как раз-таки функцию форсажа. Серийно этот двигатель выпускался и продолжает выпускаться на нашем Уфимском моторостроительном производственном объединении. И, по сути дела, этот двигатель сегодня – это визитная карточка башкирского авиадвигателестроения. Двигатель очень востребован, получился удачным на уровне лучших мировых аналогов, а где-то даже и превосходя. Благодаря этому двигателю целое семейство самолетов получили высочайшие характеристики летные. Это Су-27, это Су-30, это Су-34, Су-33, Су-35, Су-37. То есть это огромное количество самолетов, которые построены, которые стоят на вооружении. Очень удачная схема реализована конструкторами. Это двигатель семейства ТРДДФ, то есть турбореактивный двигатель, двухконтурный и с наличием еще форсажной камеры сгорания. Функция форсаж – это когда самолет переходит в стремительное увеличение скорости за счет двигателя. То есть это уникальные качества сверхманевренности, которые демонстрируют самолеты семейства Су-27 и его модификации, которые позволяют выполнять совершенно новые фигуры, которых раньше даже в терминологии не было, такие как Кобра Пугачева, Хук, Чакра Фролова. Русские «Витязи» недавно прилетали к нам в Уфу, зная то, что их двигателя на самолетах сделаны у МПО города Уфы. Но я бы хотел еще отметить, что вот этот экспонат, который имеется в классе двигателей летательных аппаратов УГАТУ, он еще уникален тем, что это первый серийный экземпляр. Вот здесь на корпусе выгравирована группа цифр, это серийный номер. Вот заканчивается он 4 нулями 1. То есть это первый двигатель, который вышел со сборочного цеха нашего Уфимского моторостроительного объединения. А вы знали, что только в башкирской столице есть городской планетарий? Там просто обязан побывать каждый житель нашей республики, ведь он один из лучших в России по технической оснащенности. А вы знали, что в Башкортостане всего один единственный планетарий? Он один из лучших в стране. Предлагаю убедиться в этом лично. Посмотреть на звезды во всей красе можно только здесь или под открытым небом. Это активная область звездообразования. Здесь можно посмотреть научные фильмы о космосе на большом куполе. Это покруче, чем в кинотеатре, ведь изображение объемное. Такое возможно лишь при наличии специального проектора звездного неба. Он создает на куполе картину абсолютно реалистичную, состоящую из 7000 звезд. Какое шоу вы сейчас смотрите? Мы смотрим, как создана наша планета изнутри. Внутри нашей планеты ядро, она очень горячая. Что тебе больше всего запомнилось? Мне запомнилось больше всего, как нам рассказывали о метеоритах. Почему нужно изучать космос? Чтобы знать, где может произойти цунами, взрыв вулкана. Многие туристические группы из городов и районов Башкортостана, а также других регионов России включают в план экскурсий посещение планетария.
На экскурсии мы узнали, что Галилео Галилей, когда впервые увидел поверхность Луны, подумал, что там очень много воды, и что эти кратеры — это вода. Я узнала, что в созвездии Рака, оказывается, есть планета, полностью состоящая из алмазов и графита. Я узнала, что астероид, попавший в атмосферу Земли, называется метеоритом, а если он сгорел, то это уже метеор. Я узнала то, что несколько миллиардов лет назад Земля была вся в лаве, она плавилась, а сейчас она очень хорошо изменилась, и на ней можно жить. В этом планетарии есть огромный купол, где показывают интересные картины. Там есть много различных ученых с интересными открытиями. В фойе планетария висят очень красивые картины. Я узнала в этом планетарии, что в нашем организме находится большинство железных элементов. Это как кальций, углевод и железо. В планетарии очень все рассказывают так подробно и показывают очень много ученых. Мы тоже здесь не просто так. В фойе планетария проходят научно-познавательные экскурсии. Что нового ты узнала сегодня? Ну, у нас сегодня была экскурсия. Также сейчас у нас идет полнокупольное шоу. Это очень интересно. Мы много чего уже узнали за короткое время о разных вулканах, кратерах и так далее. Почему нужно ходить в планетарий? Но можно много чего узнать нового. Также я, например, узнала, что когда в атмосферу проникают астероиды, они начинают гореть, и если они не проходят в саму Землю полностью, они возгораются. Репертуар планетария очень разнообразен и для маленьких, и для молодежи, и для более взрослого посетителя. Постоянно приобретаются новые полнокупольные шоу. Кстати, планетарий Уфы является одним из немногих в России, кто производит собственные полнокупольные фильмы. Изучение Солнечной системы возможно вот таким образом. Это место – настоящий кладезь для будущих ученых и астрономов. Берите на заметку. Когда я начал активно изучать всю эту аэрокосмическую тему, то я столкнулся с грандиозным количеством специальных слов-терминов. Мне постоянно приходилось обращаться к разным поисковым системам и научным статьям. Мы решили облегчить вам жизнь и наглядно показать те понятия, которые так знакомы пилотам, космонавтам, инженерам-конструкторам и настолько же неизвестны нам. Перед нами автомат перекоса. Это элемент системы управления вертолета, предназначен для изменения угла установки лопасти, что и является средством, обеспечивающим управление вертолетом. Потому что если бы этого устройства не было, вертолет у нас мог бы лететь только вертикально вверх и вертикально вниз. За счет того, что автомат перекоса позволяет менять угол установки лопасти, вот представляем, да, здесь у нас лопасть крепится. При перемещении элементов автомата перекоса меняется угол установки лопасти по отношению к набегающему потоку. Там, где лопасть увеличивает угол установки, у нас большая подъемная сила на лопасти возникает. Там, где лопасть уменьшает угол установки, будет меньше подъемная сила. За счет этого, учитывая, что лопастей у нас несколько, меняется подъемная сила на каждой лопасти и меняется направление самого вот этого итогового, результирующего вектора силы. Он благодаря вот этому хитроумному устройству может наклоняться вперед, тогда вертолет перемещается вперед. Может наклоняться в бок, вертолет может перемещаться в бок. Даже теоретически он может назад наклоняться, и некоторые вертолеты демонстрируют полет как бы задом наперед. Вот это устройство было придумано еще в начале 20 века нашим выдающимся соотечественником Борисом Николаевичем Юрьевым и называется автомат перекоса кольцевого типа. До Юрьева этого устройства не было, и реальный работающий механизм управления вертолетом невозможно было создать. Вертолеты поэтому опаздывали по сравнению с самолетами. Самолеты уже вовсю летали, а нормальных вертолетов так не было. Вот Борис Николаевич Юрьев придумал вот такое вот великое изобретение – автомат перекоса. Мы расширили ваш горизонт знаний, и вы убедились, что тема космоса и авиации настолько интересна, насколько бесконечна наша Вселенная. Вы только вдумайтесь, вы только представьте. А мы постараемся все это показать и объяснить. Крылья есть, летим навстречу неизведанному. Пока.